Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с вами в вашей жизни в ближайшие 48 часов? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, какие интересные ближайшие 48 часов. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, мои хорошие, ну давайте начнем с этого события. Здесь вы кого-то очень сильно хотите увидеть. Вы о ком-то что-то хотите узнать. В голове и в сердце содержите образ конкретного человека. Вы все разные. У одних отыграется, что этот человек сам появится, да, придет к вам, позовет на свидание, как-то себя обнаружит, весточку о себе вам отправит. А у других идет, что вам кто-то об этом человеке расскажет. Ну так и скажут: видели там-то, там-то, там жив-здоров, либо с ним то-то, то-то случилось. Новости, информация, либо появление того, о ком вы думаете, кого в сердце содержите. Вам гораздо станет легче, спокойнее станет. Спокойнее, понимаете? Вы человека увидели и все, и расслабились. Понимаете, что вот он передо мной, тот, кого я хотела видеть. Либо информацию о человеке получили, понимаете, что с человеком все хорошо, все в порядке. Но успокоение, идет успокоение, и как от сердца у вас отходит какая-то тревога, печалька. Да, это случится. Дальше. Собачка худая, как будто бы на цепь кто-то эту собачку сажает. Ну, собаки — это друзья. Друзья, либо даже родственники могут отыгрываться. Скорее всего, ваш друг, либо ваша подруга попала в какую-то неприятность, какой-то замес. Может быть, даже кто-то из родственников ухитрился попасть в неприятности. Вы, узнав об этих неприятностях, будете предпринимать какие-то очень важные действия. Я так понимаю, будете помогать, выручать, спасать. Ну, как обычно, да? Как обычно. Вы мимо не пройдете. Люди, кто ваши родственники, кого вы любите, кого друзьями считаете, вы никогда их в беде не оставите, никогда не бросите. Вы очень верный и преданный друг. Вы себя не пощадите, зато другому поможете. Вы такой человек. Да, будете заниматься проблемами вашего друга, вашей подруги. Либо утешать подругу друга. Ну, либо спасать, да, предпринимать действия для того, чтобы помочь. Но вы такая, да, вы такой. Мимо, в стороне точно не останетесь. Дальше птица пустая. Ждете вы эту птицу, ждете вы каких-то новостей, может быть, даже официальных каких-то новостей, но пока ни о чем эти новости. Это вода, знаете, вокруг да около. Новости ни о чем, будете разочарованы. Вы эту птицу ждете, она летит, а она пустая, ничего не несет в своих крыльях. Вы так скажете: фу, а я-то думала, а я-то надеялась. Слушайте, новости, те, которые вы ждете, они придут, но не в ближайшие 48 часов. Там действительно нужно будет подождать, и достаточно порядочно подождать. Поэтому прекращайте ждать, живите своей жизнью, занимайтесь своими делами, а новости, они никуда не денутся, еще придут. Да, еще придут. Так, кто-то вас тащит как будто бы на прогулку, либо на свидание. Здесь либо прогулка с друзьями, с подругой, либо это свидание. А может быть, это завуалированное свидание. Вас позовут на прогулку, на пикничок, может быть, на какую-то вылазку, а окажется, что вас с кем-то будут знакомить, да? Кого-то вам вот презентуют.
Либо, может быть, это какой-то там бывший, либо тот, кто не случился, попросит, чтобы вас вот как свели. А вы ведь все это чувствуете, предчувствуете, будете сопротивляться. Но это с правой стороны события. В принципе, для вас это хорошее событие. Если зовут, почему нет? Сходите, погуляйте, воздухом свежим подышите, шашлычков поешьте. Ну, либо идите в хороший ресторанчик, каких-нибудь там деликатесиков покушайте. Человек от вас ничего конкретного, прям такого, знаете, запретного не хочет. Просто хочет с вами пообщаться, увидеться с вами хочет, время провести. Ничего криминального. Идите, не сопротивляйтесь. Для вас это будет приятно. По итогу все хорошо закончится, вы даже какое-то удовольствие получите от общества этих людей, либо этого человека, либо от того, что вы будете кушать, чем будете угощаться. Идите, идите, не пожалеете. Так, с левой стороны козни врагов. Крючки. Козни врагов, да. А ваши враги-то не спят, не дремлят. Смотрите, очень активные ваши враги, ваши недоброжелатели. Может быть, даже как соперники, соперницы. Здесь не один человек. Ну, либо один, но сразу как-то с двух фронтов заходит этот человек. Какие-то неприятности вам готовят. Неприятности. Ну, вы в них точно не попадете. У вас интуиция, будь здоров, да, очень сильная. Вы опасность чувствуете просто за версту. Поймете, кому-то и сон может предупреждающий присниться, кому-то знаки придут. Ну, а кого-то действительно кто-то предупредит. Вот конкретный человек придет и скажет, знаешь, он затевает против тебя, да, вот что-то там неладное, да, будь поосторожней. И так тоже может отыграться. Обломится вашим врагам, обломится вашим соперникам. Вплоть до того даже, что они сами, вот роя вам капкан, в него же и попадут. Ну, Бог шельму метит. Вот в этом вы точно убедитесь. У вас еще такие мысли будут, да, когда же они от меня отстанут, да, ну что им всем от меня надо, почему вы ко мне лезете? А знаете почему? Потому что вы лучшая, потому что вы лучший, потому что вам завидуют, потому что люди никчемные, понимаете? Они не хотят учиться, они не хотят развиваться, они ничего не хотят делать, им бы лишь бы вот кого-то ненавидеть, либо за чужой счет, да, чего-то добиваться, каких-то результатов. Никчемные, понимаете, несчастные, убогие, никчемные люди. Как бы они там ни кичились, эти ваши враги, недоброжелатели, все равно добра у них в жизни точно не будет. А за все вот эти свои подлые, мерзкие, гадкие выходки они еще ответят. И ответят не раз. С них очень строго спросят высшие силы. Безнаказанными точно не останутся. Ну вот два крючка. Один человек вам две ситуации готовит, либо это два разных человека, и каждый готовит свою вам неприятную ситуацию. Но вы точно туда не попадете, так что не переживайте. Но, тем не менее, береженого Бог бережет. Будьте начеку. Так, еще с левой стороны. А здесь кто-то поссорится очень сильно. Поссорится. Для вас это будет неприятной новостью. Люди ссорятся где-то вдалеке от вас, а вы уже узнаете, как по факту, да, уже случилось, уже свершилось. Вам будет жаль, что люди поссорились. Вам будет жаль, что люди вот так с друг другом поступают. Этих людей вы хорошо знаете. Опять же, могут быть и родственники, и коллеги, и просто хорошие знакомые. Вот поссорятся. Причем поссорятся из-за какого-то человека, либо по вине какого-то человека поссорятся. Здесь прям обидненько вам будет. Еще будете думать, вот если бы я там была, я бы не допустила, да, либо я бы не допустил. Ну, что поделаешь, видите, провокатор, провокаторша, и люди поссорились. Но здесь и положительные новости. Благодаря вам эти люди точно помирятся. Возможно, даже успеете в ближайшие 48 часов, а возможно, чуть позже, да, там, не 48, пусть там чуть поболее будет, но вы к этому руку приложите. Кто-то поссорился, то вы помирите. Так, еще небольшая сумма денег. И у вас дилемма, куда эту сумму денег потратить. Нужно и то, и это, и пятое, и десятое, и что-то оплатить, и приобрести. И то хочется, и это надо.
дилемма прямо у вас, да, что делать с этой маленькой суммой денег. Мои хорошие, себе главное ни в чем не отказывайте. Вам важно в эти дни себя радовать, именно радовать. На себе не экономьте, себя порадуйте. Если вы хотели себе что-то купить, может быть, там обновочку какую-то, да, либо там сходить, может быть, в салончик что-то сделать, идите и делайте. Поверьте, когда вы будете рады, счастливы, когда вы будете вот изнутри гореть, вы будете привлекать к себе большие деньги, большие суммы, либо чаще будут деньги приходить. Научитесь себя радовать и себе ни в чем не отказывайте. Мужчина дельфинчиком плывет в вашу сторону. Но здесь за вами кто-то ухаживать будет. Кто-то будет уделять вам внимание, кто-то будет перед вами там комплиментить, заискивать. Ну, такой интересный, симпатичный мужчина. Но вы как-то то ли не настроены, то ли вы этого мужчину знаете и не видите в нем никаких перспектив, допустим, да. Но все равно это будет приятно. Приятно, что он ухаживает, приятно, что он галантный, приятно, что пытается на вас произвести впечатление. Ну, дельфинчик маленький, слева заплывает. Здесь у вас какой-то момент хаоса, раздрай, хаос, что-то накидано, разбросано, и вы прям не выдерживаете. Либо кто-то намусорил, там дети могли шалить, все вот кубарем пошло. Может быть, на работе кто-то беспорядок навел, и вас это настолько раздражать будет, что вы просто возьмете и начнете все это собирать, складывать, чистоту наводить, да, порядок начнете наводить. Немножко из себя выйдете, может быть, даже на кого-то накричите, кому-то выскажете, скажете, ну сколько можно, да, убирайте за собой, не свинячьте мне тут. Но вы такой человек, вы не любите беспорядок. Вам в беспорядке очень тяжело, дышать прям тяжело становится. Да, будете порядок наводить. И наведете, и все будет чисто, и все будет идеально. Так, а здесь вам по какому-то делу придется очень сложный путь проделать. Либо очень долго будете куда-то добираться, либо с какими-то пересадками. Ой, ну прям намучаетесь. Но оно того стоит. Оно того стоит. Дело свое вы сделаете. Дело у вас в кармане прям лежит. Единственное, вот этот сложный путь пережить. И смотрите, дорога именно туда у вас сложная. Обратно уже легче будет. Может быть, вас даже кто-то отвезет, подвезет. Либо с транспортом не будет вот таких приключений. Но будете ехать туда и будете ругаться, злиться, говорить, что происходит, да? Да что ж такое? Но дело свое вы точно сделаете. Так, кто у меня недавно сдавал анализы? Сдавал анализы, посещал доктора. Ждите хороших новостей. Анализы ваши готовы, да, вам доктор скажет, что картина не такая страшная, что поборемся, вылечимся. Да, вот такой позитивчик идет. Опять же, если вы посещали доктора и вам какое-то лечение назначали, лечение начнет давать позитивные результаты. И вы прям это почувствуете, прям легче станет. Хороший знак. Так, кто-то очень злой, жестокий человек, которого все, не знаю, там, не любят, боятся, обходят десятой дорогой, на вас смотрит, что-то от вас хочет. Вы тоже, кстати, испугаетесь. Возможно, это начальник, возможно, это какой-то чиновник, возможно, это какой-то там наделенный властью человек. Вот, вам прям не по себе станет. Скажете, ой, сейчас что-то будет. А знаете, ничего не будет, плохого не будет, хорошее будет. Этот человек, на удивление, именно с вами будет очень милым, очень доброжелательным, очень обходительным. Знаете, прям так и скажете, ой, как хорошо, да, как приятно. На других кричит, а с вами очень ласково будет разговаривать. Разговор у вас состоится. Приятный разговор. У вас прям аж, знаете, мурашки пойдут от этого разговора. Кстати, вот женщина, у которой мурашки идут от другого разговора. Здесь вам то ли подруга, то ли знакомая женщина будет говорить, что вами какой-то мужчина очень сильно заинтересовался. То ли телефон ваш просил, номер телефона, то ли просил познакомить. И вы такая, кто, да, кто он такой, как он выглядит.
Но это будет интересно. Это будет интересно. Не знаю, согласитесь или нет, будете об этом думать. Вижу, что думаете. Вообще вы не любите такие знакомства, да? Вы не любите вот это сводничество, вы не любите, когда там за спиной что-то происходит. Но вам будет приятно узнать, что какому-то мужчине вы очень сильно понравились, и этот мужчина мечтает с вами познакомиться. Да, это будет приятно. Так, кто у меня в паре, кто у меня в браке? В паре, в браке муж, жених, парень признает перед вами, что был неправ. Здесь у вас такой разговор состоится. Ого, обалдеть. Возможно, впервые в жизни, впервые за всю долгую историю ваших взаимоотношений человек вам в чем-то признается. И признается в том, что он был неправ, в чем-то ошибался, где-то там не дотянул, в чем-то обманул, слукавил, а где-то вас не послушал и об этом пожалел. Слушайте, тут такие откровения будут. Вы как ушам своим не поверите, что вы это слышите. Вам будет казаться, что он бредит, что он заболел, да, что это не он, что его подменили. Скажете, а где же мой вот этот напыщенный, надменный, крутой мужик, да, который вот круче всех, он все знает, все умеет. Куда же он делся? Почему передо мной такой вот стоит, извиняется, добренький мужчинка? Да, вот прям признаются девчонки. Но вы на него злиться не будете, скорее наоборот его, знаете, обнимете, пожалеете, скажете, дурашка ты моя, да? Но я ж тебе говорила, давай в следующий раз будешь меня слушаться, либо делай так, как я тебе говорю, и он с вами согласится. У вас такая вот прям нежнятина с друг другом образуется. Это не про страсть, это не про любовь, это действительно про нежность, про доверие к друг другу. Вот что у вас образуется, доверие. Так приятно потом вечер проведете, друг другу улыбаетесь, такими нежными голосами с друг другом разговариваете. Ну прям тьфу-тьфу-тьфу, идиллия у вас идет. Так, а здесь вас от удара судьбы какой-то человек собой закрывает. К сожалению, не могу сказать, кто такой, либо такая, но этот человек вас собой закрывает. Но вплоть до того, что человек свою спину подставляет, собой жертвует, лишь бы вас закрыть. Удар судьбы. Ну какая-то нехорошая новость, нехорошая ситуация. Человек весь удар берет на себя. Грубо говоря, вы не пострадаете, зато тот человек за вас пострадает. Эта жертвенность, она будет настолько невероятной, вот прям до слез, да, эмоции у вас пойдут. Даже вплоть до того, что у некоторых так отыграется, что вы узнаете уже по факту, да, уже это случилось, а вы только об этом узнаете. Вы будете просто в шоке, вам захочется вот просто вот сорваться, бежать этого человека, благодарить. Но человек не нуждается в благодарности. Человек это сделал по собственной воле, по зову своего сердца. Возможно, даже отыграется, что человек малознакомый, да, принял на себя ваш вот этот судьбоносный удар. Это не у всех отыграется, но у кого-то точно идет такая информация. Мои хорошие, все, что вы можете сделать, это просто сказать сердечное спасибо. И этого будет больше, чем достаточно. Сам на это идет, да, и не будет от вас потом принимать каких-то подарков, либо каких-то благодарностей. Просто скажете спасибо, этого будет достаточно. В самом венце оковы, цепи разрываются. Вот они лопаются, прям не просто разрываются, они лопаются. Время пришло вам от чего-то освободиться. То, что вас сдерживало, сковывало и как на привязи держало, вы от этого освобождаетесь. Вы все разные. У каждого была своя привязка, у каждого были свои оковы, свои тягости в жизни. Вы от них освобождаетесь. Процесс избавления, он не быстрый, но он уже начинается. И вы все больше и больше будете ощущать свою свободу. И вам это будет очень нравиться. А у кого-то от свободы даже голова немножко закружится. Ну, от свободы и от счастья. Хороший очень знак. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.